Уютные номера, специализированное питание, медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны и бассейн – это лишь малая часть того, что предусмотрено в новом втором корпусе Дома ветеранов. Оборудование уже укомплектовано, не хватает только пациентов. Сейчас мы находимся в фитосауне. Это кедровые фитобочки. Ага, вот такой механизм действия у них. Закладывается вот этот фиточай сюда. Еще система сзади у нее. Туда закладывается, больной туда садится, полностью закрывается. Остается только голова. Закрывается этот механизм. И вот за счет пара, который идет, оздоравливается. Условия для реабилитации создавали по современным стандартам. В корпусе предусмотрены двухместные номера с отдельными санузлами и прочие условия для отдыха и лечения для граждан пожилого возраста. Второй корпус стационара появился благодаря нацпроекту «Демография», инициированного президентом страны. Это кабинет вибромассажа. А вот то, что кровать вибромассажная, что кресло. Кресла, они очень интересные кресла, между прочим. Эти кресла усовершенствованные. Делает массаж, начиная от стоп ног и кончая головой. Вот садится человек, руки кладут сюда, ноги сюда, голова там. И получается, он немножко и растягивает, и делает массаж всего тела. Очень хорошие кресла вот эти. Строительство нового корпуса начали в марте 2023 года. Общая площадь 4500 квадратных метров. Здание в 4 этажа. В цокольном больше 30 помещений. Все они предназначены исключительно для работы персонала. Для пациентов порядка 50 мест. Появился бассейн, соляная комната. Процедуры увеличились практически в 2 раза. В настоящее время все медицинское оборудование, которое соответствует нашему профилю, завезено. Дом ветеранов открыли в Сурхахи в мае 2010-го. Сейчас это здание не функционирует, нуждается в ремонте. В сентябре 2021 года открыли дополнительный корпус. В стационаре созданы все условия для комфортного времяпровождения. Корпус, как и новый, рассчитан на 50 мест. Со дня открытия поправить свое здоровье смогли более 1500 человек. Во-первых, удобство, комфорт. Удобно расположены здесь палаты, лифт на всех этажах. Вот. А главное, значит, та атмосфера, как говорится, внимания, вот, которая, значит, создается персоналом, обслуживающим персоналом, медиками и, значит, работниками кухни, там, общепита и так далее. Это самое лучшее впечатление. Я это не прибавляю так, вот, я был удивлен приятно. Медперсонал вообще исключительно дик обслуживать доту. Дарбыгы, хажа-хадж, билбан ма, бол хабыт, хава шалдар, хава шанткезик, яга чаяққа линусу хандат, хачвин чапрыклы ячу, вот я, давах гриль бахан, давах магатыр, дикезик дикахантсу. Стационар круглогодичный. Число желающих поправить свое здоровье здесь с каждым годом только растет. Места ограничены, и попасть сюда можно только в порядке живой очереди. Соответственно, у нас желающих очень много. Очередность, как правило, 1 к 5. С введением данного корпуса, значит, очередность у нас пропадет. И я надеюсь, что в 2024-2025 году после реконструкции, значит, еще и старого здания мы сможем принимать 130 человек. Хочется выразить большую благодарность президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, который инициировал данную программу «Демография». В связи со строительством и введением данных корпусов сама очередность, во-первых, у нас будет уменьшена, и все те отдыхающие, которые будут у нас проходить реабилитацию и оздоровление, в первую очередь будут благодарны. Красивая природа и чистый воздух. На прилегающей к стационару территории также созданы условия для отдыха и досуга. Это и бассейн, скамейки и уютная беседка, которую облагородили на спонсорские средства. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Шаухалов, Магаз 24.